30 октября в Москве министр экономики Кристина Озган подписала соглашение, предоставляющее беспрецедентные льготы российским олигархам. Соглашение – это бжаневский трюк, который направлен на уничтожение абхазского бизнеса, искусственно доводит страну до банкротства и уничтожает какие-либо надежды на независимое будущее нашей страны, ставит абхазский народ в вечную позу просителя. Сговор Озган с депутатом Алхасом Барцыц, направившим подложный документ в Министерство экономики, стал основанием для повторения аферы 2010 года под названием «Железнодорожный кредит». С этим кредитом, залоговым обязательством, под который стала Абхазская железная дорога, страна не может расплатиться уже более 15 лет. За это преступление перед нашим народом не понесли ответственность ни подписанты этого документа, ни его лоббисты, которые продолжают творить беззаконие, распихав миллиарды по своим карманам. Сейчас аппетиты Аслана Бжани и его команды профессионалов-манипуляторов выросли. Теперь им мало одной железной дороги и даже проданного аэропорта. На сей раз они решили полностью распродать страну, которую отказались защищать от грузинской агрессии в 1992 году. Это люди, которые с легкостью меняют нашу независимость и будущее наших детей на льготные кредиты, гостиницы, люксовые внедорожники и миллионы рублей. Ничуть не меньшую ответственность за происходящее, за их вседозволенность и внедрение коррупции, за нарушение законов и Конституции Абхазии несут и другие чиновники, покрывающие их преступления против страны. Мы столкнулись с ситуацией, когда свора корыстолюбивых чиновников, дорвавшись до власти в результате переворота и лжи, не оставила нам даже надежды на будущее. Разграбив бюджет, пустив по миру добропорядочных граждан нашей страны, доведя до нищенского существования социально незащищенные группы людей, которые добросовестно оплачивают их долги и пополняют бюджет за счет своих мизерных доходов. Нынешняя власть преступна. Это не Джансу Хадлиба, получивший 3 года за стрельбу в воздух. Обычно такое поведение называется предательством, но об этом скажет народ и заставит отвечать за все совершенные преступления против Родины. Времени не осталось. Олигархат, нацелившийся на нашу страну при пособничестве Бжани, скупит абхазскую землю, политую кровью наших старших, а затем продаст ее по коммерческой цене.